Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня в нашей библиотеке к 30-летию независимости организована выставка. И презентовать эту выставку мы пригласили гостя, профессора Кустанайского филиала ЧЛГУ, кандидата философских наук Кочеева Дениса Анатольевича. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Дорогие друзья, мы находимся на пороге самого знаменательного события – 30-летия независимости Республики Казахстан. За годы независимости Казахстан прошел сложный путь, но на сегодняшний день наша республика является полноправным и уважаемым членом мирового сообщества. Мы идем стабильным путем экономического, социального развития, который был заложен первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым и продолжается действующим президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. На данной выставке, на мой взгляд, очень хорошо отражены все вехи независимости, начиная с 1991 года, когда Казахстан стал первой в истории страной, отказавшейся от ядерного оружия. Это очень хорошо показывает данная книга. Значит, инициатива Республики Казахстан о том, чтобы отказаться от ядерного наследия советской эпохи, стала очень важным и одним из решающих факторов того, что мировые державы оказали доверие молодой суверенной стране. И фактически это первый и, наверное, единственный и, к сожалению, наверное, последний шаг, когда добровольно какое-то государство отказывается от оружия. Но, тем не менее, наше оружие – это не ядерное. Наша сила – это единство, согласие в сфере межэтнических отношений и межконфессиональных отношений. И мировые державы это признали. И фактически здесь сыграл очень большое значение, как я уже говорил, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Казахстан, как известно, с советских времен является космической гаванью. На данной выставке представлены книги, тоже посвященные данному вопросу. Именно с территории Казахстана когда-то полетел человек в космос. И на сегодняшний день космическая индустрия Республики Казахстан развивается и имеет очень большие перспективы. На выставке отражена также история столицы нашей страны. Изначально Астана, Целиноград, Акмолинск, Астана, а с 23 марта 2019 года наша столица гордо носит название Нур-Султан. Столица – это символ независимости. Фактически, как известно, столица Казахстана была построена на пустом месте, то есть создана с нуля. Левобережье Ишима стала привлекательной площадкой для бизнесменов, для ученых, для представителей культуры. И в это внес также вклад первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Известно, что он лично проектировал многие здания. И, в принципе, архитектурный облик столицы суверенного Казахстана сложился как мечта Назарбаева о том, чтобы создать современный деловой бизнес-центр, культурный центр, научный центр. И я думаю, что это вполне удалось, потому что в столице сейчас идет очень активно жизнь в различных сферах, население столицы увеличивается. И Астана, Нур-Султан является важным ключевым звеном, нашим флагом независимости, который мы должны ценить и беречь. И это прописано в патриотическом акте Менгелек-Ель, который был принят в 2012 году. Я уже говорил о том, что Казахстан отказался от ядерного оружия. Вот здесь на данной выставке есть очень хорошая книга под названием «Миротворец», посвященная мирным инициативам Нурсултана Абишевича Назарбаева. И ведь это не только отказ от ядерного оружия. Казахстан стал площадкой, где лидеры мировых держав, лидеры мировых религий могут встретиться и обсудить свои проблемы. Известно, что
Казахстан стал диалоговой площадкой для непримиримых противников в политическом плане и даже в религиозном, потому что в Казахстане уже было проведено несколько съездов мировых и традиционных религий, когда представители конфессий, которые в обычной жизни никогда бы не встретились, наверное, и не завязали диалог или контакт, смогли встретиться в Казахстане, и это очень хорошо, что Казахстан зарекомендовал себя таким образом. И я могу отметить, что Казахстан с 1991 года стал одной из немногих стран, где не было гражданских войн, конфликтов на этнической или религиозной почве. Можно даже сказать, что Казахстан это наверное, одна из постсоветских стран, которая стала островком мира и благополучия. И нам нужно это ценить и сохранять для будущих поколений. На выставке также представлены произведения самого первого президента, в частности книга «Эра независимости», посвященная вехам развития Казахстана в этот сложный период. 30-летие независимости показывает нам, что мы прошли этот путь. Казалось бы, 30 лет. 30 лет по историческим меркам это очень небольшая дата, это очень маленький срок, но в эти 30 лет вместилось очень и очень много. Об этом пишет в каждом своем произведении Нурсултан Абишевич Назарбаев. Ведь что был Казахстан после распада Советского Союза? У нас было очень много проблем. Проблем в социальной сфере, в экономической. Мы не знали, как строить независимость, что делать и так далее. Но именно благодаря политике первого президента, благодаря выдержке государствообразующего казахского народа, наличию в нем таких замечательных качеств, как толерантность, как патриотизм, как гостеприимство, как миролюбие, все это помогло выстроить такую политику, которая привела к тому, что мы эволюционно, поступательно развиваемся и на сегодняшний день имеем очень хорошие показатели, даже с учетом того, что последние 2 года весь мир переживает кризис во всех сферах, вызванный пандемией коронавируса. Важное место на выставке занимает закон Республики Казахстан о языках, потому что государственным языком в нашей стране является казахский язык, но и, соответственно, русский язык обозначен как язык межнационального общения. Известно, что несколько лет назад наша страна перешла на латинскую графику, тем самым вернувшись, так сказать, к истокам казахского языка для его дальнейшего развития и укрепления как в тюркском мире, так и в мировом сообществе в целом. Государственный язык является одним из столпов независимости, как и наша столица. Уважение к государственному языку и гражданский долг каждого казахстанца – это изучение и применение государственного языка в быту, на работе и где бы то ни было. Фактически мы уже с вами подошли к тому моменту, когда государственный язык стал не просто государственным, но он становится языком межнационального общения. Все чаще и чаще на улице, в магазине, в автобусе мы можем услышать казахскую речь, на котором говорят представители некоренной национальности, и это очень замечательно, потому что в Республике Казахстан, как известно, есть концепция трехязычия, она тоже обозначена в сборнике нормативных документов, представленных на выставке. И ведь каждый казахстанец, помимо необходимости знания государственного языка, я думаю, что с русским языком тоже никаких проблем нету владения у казахстанцев, должен еще знать и английский язык, потому что английский язык – это будущее нашей страны, будущее в науке, в культуре, в дипломатии, в международных отношениях. И очень важно, если мы хотим развиваться, двигаться вперед, чтобы наша страна дальше продолжала оставаться полноправным членом мирового сообщества, это изучать английский язык и говорить о нем, чтобы представлять нас на мировой арене. Далее на выставке представлены также труды действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, опытного политика, опытного дипломата, который долгие годы был соратником Нурсултана Абишевича Назарбаева. И не случайно первый президент избрал Касым-Жомарта Кемелевича Токаева своим преемником на
значит, на посту главы государства. И я думаю, что за те фактически 2,5 года, сколько Касым-Жомарт Кемелевич возглавляет нашу страну, мы увидели, что происходит преемственность политики. То есть те идеи, тот фундамент, который заложил первый президент Республики Казахстан, он продолжается Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Сейчас у нас есть концепция слышащего государства. Сейчас мы переходим на новый этап программы модернизации общественного сознания Болашакка Багдар Рухани Жаңғыру, Олтек Рухани Жаңғыру. Все это показывает нам, что в Казахстане нет политических кризисов. Нам, в принципе, не нужны потрясения, нам не нужны революции. Это отмечено и в программе модернизации общественного сознания, потому что любая революция, любое потрясение, оно разрушительно. И без этого нам хватает экономических кризисов в мире, которые очень болезненно отражаются на нашей экономике в том числе. Поэтому данный мир, данное благополучие нам тоже необходимо ценить и помнить о том, что мир, он очень хрупок, его сломать очень тяжело, но поддерживать — это большая работа, которую нужно вести. Далее я хотел бы обратить внимание на данную книгу, которая называется «Моя страна Казахстан». Это энциклопедия для детей. Это очень хорошая книга. Почему? Потому что 1 марта 1995 года был создан институт, очень важный, очень нужный институт для нашей страны. Это институт Ассамблеи народа Казахстана. Изначально ассамблея называлась Ассамблея народов Казахстана, но с 2007 года она именуется как Ассамблея народа Казахстана, потому что в нашей Конституции записано «Мы народ Казахстана». Мы не делимся, мы не отчуждаем никого, у нас нет понятия меньшинства или диаспора, мы едины, мы один народ. Казахи, русские, татары, украинцы, немцы и так далее, и так далее. Все мы одна дружная семья. И с 1995 года Ассамблея стала важным консолидирующим фактором развития Казахстана, который сплачивает людей. На базе Ассамблеи народа Казахстана действовали дома и действуют дома дружбы, сейчас Қоғамдық келісім, в рамках которых есть этнонациональные культурные центры или этнокультурные объединения, в которых люди могут сохранять свою культуру, могут создавать молодежные движения, соответственно, могут изучать собственный язык, в том числе, я хочу привести пример Костанай, где у нас на базе Қоғамдық келісім изучаются языки разных национальностей. Это и татарский, и немецкий, и, конечно же, все они изучают и государственный язык. Все это абсолютно бесплатно, все это абсолютно доступно, поэтому если кто-то хочет, он может прийти и познакомиться с культурой своего народа, значит, принять участие в мероприятиях различных. Их проводится много. И вот как председатель значит, научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана я приглашаю всех читателей библиотеки в Қоғамдық келісім, все, кто желает получше узнать традиции, культуру своего народа, неважно какого, то есть это корейский, немецкий, русский и так далее, приходите, там для вас всегда открыты двери. На данной выставке представлены две значимые статьи, которые вышли в недавнее время. Это статья действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Независимость превыше всего» и статья Елбасы «Уроки независимости». Эти две ключевых статьи показывают нам, с одной стороны, как пишет первый президент, какой сложный путь прошла республика от бывшей союзной республики, которая не имела рыночной экономики, до развитой, стабильной, устойчивой страны. И статья, которая показывает нам дальнейшего развития, та модернизация общественного сознания, та программа модернизации, которая действует с 2017 года, она успешно реализуется в Республике Казахстан. И как раз таки в рамках этой модернизации общественного сознания нам необходимо помнить, что есть ценности, о которых пишет и первый президент, и действующий президент.
это ценности нашей земли, ценности нашего государства, то, что мы должны хранить. Межэтническое и межконфессиональное согласие, о которых пишется в данных статьях, это не чудо и это не сказка. Это результат очень серьезной и напряженной работы. Работы как со стороны государства по организации институтов гражданского общества и поддержанию благополучия, так и со стороны каждого гражданина Республики Казахстан. И мы всегда должны об этом помнить. Я еще раз хочу поблагодарить работников библиотеки за организацию данной замечательной, на мой взгляд, выставки. И хочу пригласить всех читателей прийти в библиотеку, познакомиться с этими книгами. Вы можете вынести для себя очень и очень многое. Библиотека – это храм знаний, это то место, где вы можете получить новую информацию. Приходите в библиотеку, читайте книги, узнавайте об истории нашей страны. Денис Анатольевич, спасибо большое за столь интересную презентацию нашей выставки. Думаю, читатели не останутся равнодушны к вашей беседе и выставке в том числе. Спасибо вам. Спасибо большое.